новые санкции Европы. Почему страны Центральной Азии отказались голосовать за резолюции по Украине в Генассамблее ООН? Чего ждать Киеву от потенциального канцлера Германии Фридриха Мерца? И будет ли он дружить с Кыргызстаном? В эфире «Внешние дела», программа, в которой мы обсуждаем то, что происходит в мире и как это может сказаться на нашей стране. С вами Екатерина Такамбаева. Здравствуйте. Генассамблея ООН на этой неделе приняла две резолюции по Украине. Одна представлена самой Украиной и Евросоюзом. Она содержала антироссийскую риторику, требовала скорейшего вывода российских войск с территории Украины. Вторую резолюцию представили США. В ней впервые с момента начала войны Россия не называется агрессором. Американский документ Генассамблея приняла с поправками. Так, слова «прочный мир» между Украиной и Российской Федерацией были заменены на справедливый, прочный и всеобъемлющий мир между Украиной и Российской Федерацией. Сами США голосовать за скорректированную версию отказались. Страны Центральной Азии, а именно Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, при голосовании в обоих случаях тоже воздержались. Причина очевидна. Поддержка любого из этих двух документов сейчас региону крайне невыгодна. Одобрение европейско-украинского варианта существенно бы подпортили отношения с Россией и США, а поддержка американской резолюции нарушила бы крайне специфическую дружбу с Европой. Потому в данной ситуации самым выгодным решением было сохранить нейтралитет. Однако даже этот нейтралитет влечет за собой негативные последствия. Мы их видим в виде вторичных санкций. Совет Евросоюза на этой неделе утвердил 16-й пакет санкций против России, приуроченный к 3-й годовщине военного вторжения в Украину. Под удар попали и казахстанские компании. Совет добавил 53 новые организации в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее агрессивной войне против Украины, говорится в тексте. Теперь эти компании столкнутся с жесткими экспортными ограничениями. За связи с Россией под новые европейские санкции попали 2 компании из Кыргызстана, а также банк «Керемет». Оживающие имперские замашки, так назвал депутат Исхак Масалиев действия Европы, в частности Великобритании, потребовал у кыргызского МИДа разобраться в происходящем. Как отметил депутат, у нас нет перед этой страной, то есть Великобританией, каких-либо обязательств по вопросам внешней политики и тем более банковской деятельности. На выборах Бундестага Германии 23 февраля победил блок Христианско-демократического союза во главе с Фридрихом Мерцем. Теперь он потенциальный и самый вероятный новый канцлер Германии. То, что с приходом Мерца многое изменится не только для самой Германии, но и для ее партнеров, а также протеже, очевидным стало еще в день голосования. Не дожидаясь официальных итогов выборов, Фридрих заявил, что его абсолютным приоритетом станет укрепление Европы. Таким образом, Германия сможет добиться независимости от США и минимизировать последствия изоляционистской политики Дональда Трампа. Мерц также поставил под сомнение будущее НАТО и потому потребовал от Европы как можно быстрее усилить собственную оборону, создать независимые оборонные европейские войска, чтобы быть способными защититься от российской агрессии. Помнится, на прошлой неделе к тому же самому Европу призывал и президент Украины Владимир Зеленский. Кстати, об Украине. Мерц очень жестко критиковал Олафа Шольца, нынешнего канцлера Германии, за нерешительность в помощи Украине и настаивал на предоставлении Киеву ракет «Таурус». По выдаче ракет у Мерца разработана целая концепция. Сначала потребовать от Путина прекратить удары по украинской инфраструктуре. Если Москва не услышит, то первым шагом будет отмена лимита на дальность ударов в глубину территории России. А вторым – дать Украине «Таурус», дальность действия которых во много раз превышает используемые сейчас. Фридрих нацелен на укрепление и национальной армии Германии. Для этого он намерен увеличить финансирование вооруженных сил до 3% ВВП Германии. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что продолжит возглавлять правительство до формирования новой правящей коалиции. Стоит отдать должное, что при Олафе Шольце германский интерес к Кыргызстану значительно возрос. За
9 месяцев прошлого года Германия значительно увеличила инвестиции в экономику нашей страны, вложив почти 19,5 миллионов долларов. Для примера, в январе-сентябре 2023 года немецкие инвестиции составляли всего лишь 2,5 миллиона. Сейчас в Кыргызстане успешно действует более 180 совместных предприятий с немецким капиталом в различных секторах экономики, а товарооборот превышает 850 миллионов долларов. Германия стала одним из крупнейших европейских торговых партнеров Кыргызстана. Количество кыргызских мигрантов в ФРГ тоже выросло. Германия заключает соглашение с учебными заведениями Кыргызской республики по дуальному образованию. Таким образом, в нашей стране формируется прослойка квалифицированной рабочей силы, лояльной к Европе. Есть также регулярный диалог между властимущими двух стран, налажен контакт между предпринимателями и партнерами. И наши бизнесмены часто ездят в Федеративную Республику Германии, потому что мы можем там, во-первых, заимствовать очень самые передовые технологии, да, и во-вторых, наладить очень хорошие контакты для поставки нужного нам оборудования, нужных товаров. В то же время и очень важный момент – это финансовый сектор, потому что с учетом того, что идет СВО Россия-Украина, да, есть определенные сложности по банковским моментам, и как раз вот Германия может здесь вот оказать очень хорошую поддержку, чтобы мы могли и дальше проводить торговлю с Европейским Союзом. Интерес Германии в последние годы вырос и к другим странам Центральной Азии. По инициативе Берлина была создана концепция «Центральная Азия плюс». Германии интересно в первую очередь энергетическое партнерство с регионом. Так Казахстан поставил в ФРГ 8,5 миллионов тонн нефти. Это третье место в списке главных поставщиков. Интересен регион и как источник полезных ископаемых. Редкоземельные металлы, мы понимаем, сейчас вот цветные металлы очень дорожают. У них есть определенный интерес, потому что потребность идет. С Россией у них есть определенные сложности по поставкам, и они ищут новые рынки. И мы еще предлагаем, приходите, у нас есть специалисты, у нас есть рабочие места, у нас есть простаивающие мощности производственные, да, чтобы вы здесь наладили производство. Не возить рабочих, а вы сюда вкладываете. То есть об этом мы тоже часто говорим. Вряд ли с заменой канцлера политика Германии в отношении Кыргызстана изменится. Хотя бы по той причине, что в нынешних геополитических реалиях, когда войска НАТО ушли из Афганистана, уступив место Талибану, Китай уверенно закрепился в регионе и не намерен оттуда уходить, а Россия старается сохранить лояльность центральноазиатских союзников, ФРГ нужны партнеры Центральной Азии. Лидеры комитета Палаты представителей США по Китаю опасаются, что власти КНР для достижения своих целей в переговорах с Америкой планируют использовать американских бизнес-лидеров, имеющих коммерческие интересы в Китае, в частности Илона Маска. Впрочем, фактов в подтверждении своих подозрений политики не приводят. Сам же Китай заявил о том, что готов укреплять контакты с США для того, чтобы создать стабильные ожидания и благоприятную политическую среду для взаимовыгодного сотрудничества между деловыми кругами двух стран. Как пояснил замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь во время встречи с Майроном Бриллиантом, старшим консультантом американской корпорации, суть китайско-американских торгово-экономических связей заключается во взаимной выгоде и общем выигрыше. Взаимный выигрыш и интерес Китай видит сейчас и в сотрудничестве с Кыргызстаном, и в последние годы прилагает максимальные усилия для увеличения своей представленности в жизни Кыргызской республики. За короткий срок страны не то что вернулись к допандемийным показателям, а давно уже их перешагнули. Китайские ведомства сообщают о торговле с Кыргызстаном в объеме 23 миллиарда долларов США. Если еще пару лет назад главным инвестором Кыргызстана была Россия, то сейчас пальма первенства 100% принадлежит Китаю – 221,5 миллионов долларов за прошлый год. Это 27% всего иностранного инвестиционного потока. Логика Китая вполне понятна. Сильную страну должны окружать сильные соседи.
Китайская коммунистическая партия в программе заложила, что все приграничные страны должны подниматься в экономическом отношении. Иначе в одной отдельно взятой стране поднимать экономику тяжело. Поэтому Компартия Китая поставила задачу, и поэтому все приграничные страны Китая на самом деле на сегодняшний день там идет большой подъем создания совместных предприятий, взаимовыгодных предприятий, которые могут принести взаимную выгоду странам, которые развивают экономические отношения с Китаем. Деловые экономические отношения между Кыргызстаном и Китаем вышли на тот уровень, что адвокаты двух стран договорились вместе защищать китайских инвесторов в Кыргызстане. В Бишкеке состоялось подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве в рамках реализации совместной декларации Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики об углублении всестороннего стратегического партнерства новой эпохи. Ассоциация адвокатов будет также заниматься юридическим сопровождением реализации проектов железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. В ходе работ возникают различные юридические проблемы. Поэтому, чтобы это решать на месте, значит, адвокаты, Китайская ассоциация адвокатов, они будут работать совместно с нашими адвокатами. Если у наших бизнесменов возникнут какие-либо вопросы в Китае, тогда они готовы сопровождать и эти дела, решать вопросы. Это первая ассоциация кыргызско-китайская адвокатов в Центральной Азии. Поэтому опыт этой ассоциации, конечно, пригодится и в других странах. Пока идет война России и Украины, и пока Москва страдает от санкций Запада, Центральная Азия становится все более значимой на мировой арене. Дружбу сейчас странам региона предлагают многие. Жаль только, что эта дружба чаще всего с оговоркой. Встаньте на нашу точку зрения, и мы с вами полностью согласимся. Так что развитие и укрепление Кыргызстана – это сейчас единственный способ сохранить свою самостоятельность и собственное мнение во взаимодействии даже с самыми проверенными партнерами. Это были внешние дела. До новых встреч в эфире.